Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Үтіктабыллах ил-түмен депутаттары күнді сақа серімі олықтауқтыры. Уважаемые народные депутаты, дорогие сограждане, в соответствии с Конституцией Республики Саха-Якутия, сегодня я обращаюсь к вам со своим ежегодным посланием. Я обращаюсь ко всем якутянам с уважением и благодарностью за стремление развивать родную республику, вместе работать во благо всей России. Перед лицом угроз, когда наша страна борется против агрессии Запада, мы выбрали единственно верный путь – стать опорой и поддержкой для своей Родины. 2024 год будет вписан в современную историю республики единством и солидарностью, сплоченностью многонационального народа Якутии. Такую сплоченность мы показали в марте этого года, когда почти 88% избирателей республики отдали свои голоса за Владимира Владимировича Путина. Тем самым мы подтвердили, что Якутия вместе с нашим лидером, вместе с нашей великой державой. Я уверен, только вместе, в бою и в труде, в защите Родины и ее развитии мы достигнем всех поставленных целей. Уважаемые сограждане, третий год специальной военной операции стал годом наступления, когда враг не может сдержать натиска наших воинов. В рядах этих воинов бойцы-якутяне, которые своей отвагой и умением сражаться завоевали всеобщее уважение. Об этом говорят командиры на передовой. Об этом говорит то, что в 2024 году еще 5 нашим воинам указом президента присвоено звание Героя России. Я хочу назвать их имена. Это Игорь Васильевич Юргин, Николай Сергеевич Соболев, Николай Владимирович Евдокимов, Радомир Дмитриевич Максимов и Дмитрий Михайлович Куценко. Мы гордимся нашими героями, гордимся каждым бойцом и желаем им скорейшего возвращения домой с победой. Но мы не должны забывать, что в жестоких боях за Родину отдают свои жизни защитники Отечества. Наш долг – сохранить для будущих поколений память о воинах, отдавших жизнь за Россию. Прошу почтить их подвиг минутой молчания. С первых дней Якутия поддерживает специальную военную операцию. Действуют опорные пункты на Дальнем Востоке, в Ростове-на-Дону, в Донецкой и Луганской народных республиках. Начал работу опорный пункт в Курской области. Через них идут поставки дополнительного оснащения и снаряжения. Эта работа находится на особом контроле и будет продолжаться в ежедневном режиме. По линии правительства республики совместно с муниципальными образованиями, предприятиями и жителями республики оказывается серьезная помощь фронту. На передовую переданы тысячи единиц транспорта, беспилотных летательных аппаратов, приборов ночного видения, средств связи и защиты. В республике налажено собственное производство для помощи фронту. На площадке ТОР «Патриотическая» производятся квадроциклы, электромотоциклы, дроны и другое оборудование, необходимое для армии. Важнейшее направление – это помощь нашим раненым, которые находятся на лечении в военных госпиталях. Сотни волонтеров-якутян не оставляют ребят без внимания, налажена система их оздоровления и реабилитации. В республике действует целый комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Во исполнение моего указа собственные меры поддержки приняты и муниципалитетами. Неукоснительная реализация всех мер находится на моем личном контроле. Ни один воин, ни одна семья не должны остаться без внимания властей. Особым вниманием и заботой должны быть окружены семьи погибших военнослужащих. Это прямая ответственность всех, без исключения руководителей
и наш общий человеческий долг. Большую помощь участникам СВО и их семьям оказывает и общественность. На линию соприкосновения отправляются гуманитарные грузы со всех уголков Якутии. В районах и городах действуют штабы «Мы вместе», движение в поддержку мобилизованных «Якутия с тобой». В республике действует отделение фонда «Защитники Отечества». С огромной отдачей работают Комитет семьи воинов Отечества, волонтерские объединения, Общественная палата и Общероссийский народный фронт. Это настоящая всенародная поддержка. Я благодарен всем, кто не остается в стороне по зову сердца, помогая нашим воинам и их близким. Наши бойцы будут возвращаться на родину с победой, и перед нами, властью и обществом, стоит серьезнейшая задача. Мы должны быть готовы помочь им вернуться к мирной жизни, должны обеспечить полную реабилитацию каждого воина, должны решить вопросы трудоустройства, предложив рабочие места с достойной зарплатой, возможность получить востребованную специальность. Я поручаю правительству республики, главам муниципальных образований усилить работу по социальной адаптации военнослужащих по всем направлениям. С января началось восстановление городского округа Докучаевск в Донецкой Народной Республике. Сейчас завершаются работы по 65 объектам этого года. В Докучаевске работают также бригады якутских медиков, оказывая помощь сотням пациентов. И жители подшефного района на деле чувствуют нашу братскую заботу и помощь. Специальная военная операция привела к глубочайшим изменениям в жизни страны. Сегодня, когда враг бьет по нашей земле, нам надо еще сильнее мобилизоваться, еще результативно участвовать в решении задач специальной военной операции в поддержке новых регионов противостояния врагам. Принято решение преобразовать деятельность Единого координационного центра, в рамках которого за 2,5 года создана надежная система помощи специальной военной операции. 24 сентября этого года создана Республиканская комиссия «Вместе к победе» под моим личным руководством. Вся наша общая работа, все наши помыслы и действия должны быть подчинены одной цели – достижению победы. На сложном историческом этапе Якутия выступает одним из новых центров силы надежной экономической опоры России. Валовый региональный продукт продолжает расти и по оценке на 2024 год увеличится на 3,2% в сопоставимых ценах к прошлому году. Это обеспечивает стабильное поступление доходов в бюджет республики, безусловное выполнение всех социальных обязательств и создает возможности для инвестиций в качество жизни людей. Рост промышленности превышает среднероссийский почти в 2 раза и за 11 месяцев с начала года достиг 8,5%. Сохраняются достигнутые позиции в стране по добыче основных экспортируемых товаров, алмазов, нефти и природного газа. В результате реализации в Южной Якутии ключевых для страны проектов добычи угля мы по итогам года достигнем цифры 49 миллионов тонн. И республика впервые займет 2-е место в стране, уступая лишь Кузбассу. На Эльгинском угольном месторождении введены в эксплуатацию 7 обогатительных фабрик общей мощностью в 38,5 миллионов тонн. В ноябре этого года завершилось строительство Тихоокеанской железной дороги, открыв грузом из Якутии прямой выход к Охотскому морю. В год столетия золотодобывающей промышленности Якутии мы вышли на 2-е место в стране по добыче золота, добыв рекордные 54 тонны золота. В этом году золотодобытчики уплатили на 64% больше налогов, а доля их отчислений впервые составила 20% всех налоговых доходов бюджета республики. Наша старейшая отрасль продолжает развиваться, в ней занято более 12,5 тысяч человек. Идет освоение Нежданинского месторождения в Тампонском районе. В 2025 году будет запущена обогатительная фабрика на месторождении Хвойное в Алданском районе, а также проекты Токинский и Роман в Алекинском районе. Сегодня здесь присутствуют люди, которые посвятили свой многолетний труд золотодобывающей промышленности. Ветеран объединения «Якутзолото» Петр Петрович Седалищев, Вячеслав Лукич Реев, четверть века трудившийся горным мастером комбината «Алдан-Золото», ветераны акционерного общества «Полюс золота» Екатерина Ивановна Дроздецкая и Алексей Евгеньевич Шевченко. В вашем лице я хочу поблагодарить всех работников отрасли за самоотверженный труд и преданность своему делу. Большое вам спасибо.
Уважаемые друзья, поставленная президентом России цель достижения технологического суверенитета страны напрямую связана с суверенитетом сырьевым, и это одна из ключевых задач нашей республики. В следующем году начнется разработка свинцово-цинкового месторождения Сардана в Усмайском районе и медно-вольфрамового месторождения Галкинское в Тампонском районе. По прямому поручению президента страны Владимира Владимировича Путина ускоряется подготовка к промышленной эксплуатации уникального Тамторского месторождения редкоземельных металлов. Как и раньше в истории, геологоразведочные работы у нас в Якутии станут источником наращивания могущества России. По федеральному проекту «Геология. Возрождение легенды» разработана программа геологического изучения недр Дальнего Востока и Сибири. Заложенные по Якутии на ближайшие 3 года 18,4 миллиарда рублей федерального финансирования создадут базу для промышленного роста на многие годы вперед. Уже со следующего года геологи приступят к масштабному изучению недр в Алданском, Булунском, Жиганском, Нерюнгринском, Алекминском, Оленёкском, Тампонском и Устьянском улусах. А в предстоящее десятилетие будут охвачены этими работами уже 20 районов республики. Сегодня, когда идет борьба за новое мироустройство, меняются подходы к взаимоотношению государства и крупного бизнеса. Мы выстраиваем сотрудничество с компаниями на принципах патриотизма, смещения фокуса на повышение социальной ответственности и соответствия ситуации в стране. Основой этому служит многолетняя практика участия ведущих промышленных компаний в развитии социальной сферы, сохранения экологии. Этот вклад сегодня возрастает. Так, в рамках соглашения об участии в социально-экономическом развитии республики в промышленных предприятиях трудоустроено более 60 тысяч якутян. Строятся социальные и инфраструктурные объекты. Реализуются масштабные природоохранные мероприятия. К примеру, в этом году с участием бизнеса мы с большим отрывом лидируем по стране по объему лесовосстановления, превысившему 200 тысяч гектар. Но если текущие вопросы с предприятиями решаются в рамках природоохранного законодательства и наших соглашений, то все еще открытой остается проблема накопленного ущерба. Последствия советского периода продолжают генерить проблемы в экологии, особенно в Арктике. В 2021 году мы первыми в стране поддержали общественную инициативу, которая переросла в федеральный проект «Чистая Арктика». Завершился уже 4-й сезон, который по традиции стартовал в Тиксе. Волонтеры и предприятия собрали тысячи тонн металлолома. В этом году мы начали проект «Полет Стерха», направленный на сохранение почитаемой в народе птицы. Совместно с учеными Китайской Народной Республики в Охотском перевозе Тампонского района будет создана Международная орнитологическая обсерватория. Проект объединит туризм, науку и креативные индустрии. Большим экологическим вызовом остается охрана лесов от пожаров. С 2021 года мы почти в 2 раза, с 37 миллионов гектар до 71 миллиона, расширили зону обслуживания лесного фонда. Благодаря решению президента страны с 2025 года федеральное финансирование на охрану лесов Якутии от пожаров увеличится с 1,6 до 4,3 миллиардов рублей. В предстоящие 3 года будут созданы 5 новых авиаотделений, в том числе в следующем году в Витиме и в Санаяхтахе. Численность сотрудников авиалесохраны достигнет 703 человек, в целом работников лесопожарных формирований станет уже 1350 человек. Увеличение финансирования означает, конечно же, и кратное повышение ответственности и результативности. Надо продолжить внедрение новых технологий, искусственного увеличения осадков, беспилотного мониторинга и других методов. Также правительству республики необходимо обеспечить безупречное ведение учета и отчетности, автоматизировав рутинные процессы и внедрив стандарты качества. Открытая прозрачная отчетность крайне нужна во всех чрезвычайных ситуациях. В этом году республика подверглась серьезному испытанию. Обстановка в результате весеннего паводка была признана чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Пострадали 3898 человек, жители 27 сел Намского, Алекминского, Нюрбинского и Анабарского улусов. На ликвидацию последствий паводка и помощь пострадавшим направлено 2 миллиарда рублей, в том числе 963 миллиона рублей федеральных средств и более миллиарда рублей из республиканского бюджета. Все выплаты должны быть доведены до людей до Нового года.
Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить спасателей, строителей, волонтеров, предпринимателей, всех неравнодушных людей, кто участвовал в ликвидации последствий стихийного бедствия, оказал помощь пострадавшим. Вы сделали очень многое, чтобы люди смогли как можно скорее вернуться к привычной жизни. Президент Российской Федерации на Совете по национальным проектам 5 декабря поручил выделить отдельным разделом объекты и мероприятия мастер-планов дальневосточных городов во всех новых национальных проектах. Это укрепляет нашу уверенность в полной реализации мастер-планов Якутска и Нерюнгри. С применением механизма комплексного развития территорий будет решаться наиболее острая для Якутска проблема реновации старых кварталов. Начнется реализация 8 таких проектов на 900 тысяч квадратных метров жилья с расселением и сносом 194 аварийных многоквартирных домов. Более 3000 семей улучшат свои жилищные условия. При этом я прошу администрацию города Якутска обратить внимание на излишнюю бюрократизацию и медлительность переселения из аварийного жилья. Включая затянувшиеся судебные разбирательства, это уже начинает негативно сказываться на сроках строительства жилья и социальных объектов. Настоятельно прошу обеспечить гибкость и оперативность в решении этих вопросов. В этом году Якутск украсили новые общественные пространства. Обновленный проспект Ленина дополнила преображенная главная площадь республики. Горожане по достоинству оценили набережные имени Романа Михайловича Дмитриева. В 2025 году с окончанием строительства Арчийского центра эпоса и культуры завершенный облик обретет и набережное озера Сайсары. Отвечая запросам жителей и гостей столицы, недопустимо снижать темпы благоустройства города, качество содержания общественных пространств. В 2025 году мы отметим 50-летие нашей южной столицы, города Нерюнгри. К юбилею будет реконструирован парк культуры, победитель всероссийского конкурса проектов городской среды. Одним из знаковых юбилейных мероприятий станет ИСЭ Холонко 2025 года. К его проведению планируется благоустроить парк Амикан. Я очень хорошо знаю и благодарен нерюнгринцам за активное участие в улучшении родного города. Я хочу поддержать их патриотический настрой и поручаю правительству выделить к предстоящему юбилею 100 миллионов рублей на благоустройство дворовых территорий Нерюнгри, о чем меня просили многие жители, в том числе юные жители города Нерюнгри. Ощутимые результаты ожидаются от модернизации здравоохранения района. В этом году продолжилась реконструкция 8 блоков Нерюнгринской районной больницы, завершен капитальный ремонт подъездной дороги от проспекта Геологов до больничного комплекса. В 2025 году планируется оснастить больницу оборудованием, а к концу 2026 года все 14 объектов должны быть полностью обновлены. При организации ремонтных работ ни в коем случае не должно страдать качество медицинской помощи. Я прошу и правительство, и Министерство здравоохранения обратить на это самое пристальное внимание. Заметными темпами обновляется социальная инфраструктура в Мирнинском районе. Введены в эксплуатацию второй корпус Мирнинской школы номер 1, школьный стадион в Удачном. Пора завершать в 2025 году строительство Дворца детства в Мирном, а на очереди детская школа искусств. Я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить компанию «Алроса» за неоценимый вклад в развитие и Мирнинского района, и нашей республики в целом. Особенно это ценно сейчас, когда компания находится на новом этапе инвестиционного цикла и испытывает беспрецедентное санкционное давление. Главная задача на сегодня – мобилизовать ресурсы и обеспечить стабильность производственной деятельности компании «Алроса» на ближайшие годы. Вслед за высокими темпами производства улучшается инфраструктура для жизни и в Алданском районе. Благоустраиваются крупные общественные пространства. Благодаря помощи промышленных предприятий в Нижнем Куранахе открыт крытый хоккейный корт. В ближайшие 2 года планируется построить 3 жилых дома на 145 квартир по программе «Доступное арендное жилье». Будут отремонтированы более 24 километров улиц. В своем обновленном указе я обозначил ряд мер, которые направлены на повышение качества жизни в арктийской группе улусов. Здесь многие проблемы, которые тревожат всех якутян, ощущаются особенно остро. Но, к сожалению, решаются они зачастую по остаточному принципу.
Считаю, что при всех сложностях нельзя допустить снижения уже достигнутого уровня поддержки северян. В этой связи я прошу правительство и парламент при всех сложностях нашего бюджета уже в первом полугодии 2025 года решить вопрос по доведению объема субсидирования авиационных перевозок до уровня не ниже этого года с учетом инфляции. В следующем году должно быть завершено создание сети торгово-логистических центров. С вводом центров ВВ на Батантайском, Оленёкском и Аллаиховском улусах их число достигнет 13. Торгово-логистические центры, как и планировалось, должны работать не только на завоз товаров в Арктику, но и на обратную загрузку. В 2025 году в Якутске планируется запустить цех арктической торгово-логистической компании по переработку и выпуску консервной продукции. Существенную долю сырья должны занять поставки из арктических районов, должен быть организован закуп дикоросов. Прошу правительство обеспечить полноценную работу всей сети торгово-логистических центров. Многочисленные накопленные проблемы в Арктике требуют, на мой взгляд, активной позиции профильного министерства. Вместе с тем достигнутые успехи пока еще фрагментарно и в основном связаны с деятельностью отраслевых ведомств. И необходим высокий уровень межведомственной координации для получения комплексного эффекта привлечения людей для работы и жизни в Арктике. Я прошу Министерство по развитию Арктики при реализации Арктического указа действовать более активно, предлагать новые технологии и инициативы, объединять усилия всех органов власти, предприятий и общественности. Развитие экономики и повышение качества жизни людей невозможно без создания инфраструктуры нового качества. Именно поэтому в марте этого года издан стратегический указ об ускоренном развитии транспортной и энергетической инфраструктуры республики. У нас сегодня строятся крупнейшие объекты электрогенерации. В Западной Якутии это Новоленская ТЭЦ на 550 мегаватт в Ленском районе. В Южной Якутии возводится Чульманская газовая электростанция на 330 мегаватт и два новых блока Нерюнгринской ГРЭС с двукратным увеличением мощности до 1 гигаватта. Совместно с Росатомом начинается строительство атомной станции малой мощности 110 мегаватт в Усть-Куйге. Удалось значительно продвинуться и в создании инфраструктуры жизнеобеспечения. Уже 23 декабря этого года состоится торжественный запуск третьей нитки магистрального газопровода Кызылсыр 84 километр стоимостью 8 миллиардов 600 миллионов рублей. Я выражаю благодарность правительству Российской Федерации, коллективу Сахатраснефтегаза, лично генеральному директору Алексею Засимовичу Колодезникову за своевременный ввод этого важнейшего стратегического объекта. Вашим трудом обеспечена надежность газотранспортной системы всей Центральной Якутии, а значит безопасность жизни более 500 тысяч якутян. Началось долгожданное строительство самого сложного инженерного сооружения на вечной мерзлоте Ленского моста. Подготовка и проектирование уникального объекта на Великой Лене объективно заняло более 3 лет. Разработана не имеющая аналогов в мире конструкция вантового моста длиной 4 километра 600 метров с общей протяженностью дороги в 14,5 километров. Самый высокий центральный пилон высотой 284,5 метра будет на 55 метров выше Якутской телебашни. Главная задача строительства в следующем году – это начало работы уже на русле реки Лена. В апреле этого года в Нижнем Бестяхе обеспечена стыковка реки Лена с Байкало-Амурской магистрали. Впервые в республике открыта перевозка грузов в прямом железнодорожно-водном сообщении, и это, конечно же, расширяет наши возможности в снабжении арктических и других районов. Одной из главных проблем, волнующих якутян, является состояние автодорог. В год завершения национального проекта «Безопасные и качественные дороги» введено 395 километров дорог. Построены и отремонтированы 5 мостовых переходов через реки Альчан на автодороге Яна, Куйдусун и Кюбюме на дороге Аймекон, Хатын-Урях на трассе Кабяй и Чоналыр на дороге Анабар. Всего же с 2019 года приведено в нормативное состояние 2665 километров автомобильных дорог и 55 мостов. В том числе отремонтированы 469 километров улиц более чем в 100 населенных пунктах республики. Это находит самый позитивный отклик у жителей, ведь во многих селах у нас улицы асфальтируются вообще впервые.
Вместе с тем, конечно же, много нареканий этим летом и осенью якутяне высказывали о затрудненном из-за дождей проезде по основным нашим дорогам. Я поручаю дорожным организациям, работающим как и на федеральных, так и на региональных дорогах, устранить все недостатки и в обязательном порядке обеспечить беспрепятственный и безопасный проезд по нашим основным и республиканским и федеральным дорогам. В этом году мы приступили к реализации масштабнейшего проекта «Восточный меридиан», который изменит жизнь жителей Янской группы улусов самой сложной на сегодня транспортной доступностью. Завершена трассировка круглогодичной автомобильной дороги от Тополинного до Батагая. В 2025 году завершится проектирование и начнется устройство круглогодичной автодороги на участке от Верхоянска до села Бала. В этом году началось асфальтирование дороги Амга, уже проложено 17 километров. Задача следующего года – заасфальтировать не менее 15 километров этой дороги. Устранена также труднопроходимость на 9 сложных и опасных участках дороги Мухтыя в Ленском районе. Я поручаю правительству контролировать надлежащее состояние дороги и к 2028 году отремонтировать на этой дороге 96 километров, которые очень важны и для Мирнинского, и для Ленского района, да и в целом для нашей республики. В своем послании 2020 года я поручал ликвидировать бутылочное горлышко у микрорайонов Сатал и Марха в северной стороне Якутска и сел Хатасы и Табага с южной стороны города. Сегодня на автодорогах НАМ и УМНАС обустроены современные участки с четырехполосным движением, разделительной полосой и освещением. Работа по расширению Покровского тракта до Старой Табаги и подъездных дорог к Ленскому мосту должна быть продолжена. Благодаря федеральному проекту развития региональных аэропортов, завершением в этом году реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Уснера, число модернизированных аэропортовых комплексов республики доведено до 11. Это самая крупная программа в стране. В следующем году должна быть завершена реконструкция взлетно-посадочных полос в аэропортах Алекнинск и Полярный, строительство нового аэровокзала и взлетно-посадочной полосы в Мирном. Начнется реализация национального проекта «Эффективная транспортная система», в которую включены аэропорты Маган, Нюрба, Зырянка и вторая очередь аэропорта Полярный. В этом году строители республики введут рекордный за всю историю республики объем жилья – не менее 750 тысяч квадратных метров. Это результат совместных усилий федерального центра, республики и строительного сектора. У нас идет сегодня самый масштабный проект в стране по переселению людей из аварийного жилья. До конца 2025 года из непригодного фонда планируется переселить более 48 тысяч человек. Еще 11 тысяч человек должны будут обеспечены новым жильем в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Возросшая нагрузка на строительную индустрию сегодня, к сожалению, обнажила и ряд проблем. Самое существенное из них – это затягивание сроков строительства. Только в этом году у нас перенесен на следующий год ввод в эксплуатацию 16 объектов социальной инфраструктуры. Откладывание сроков в сегодняшних условиях неизбежно приводит к удорожанию строительства, росту в целом недоверия людей к обещаниям власти. Я поручаю правительству республики на плановой основе обеспечивать своевременное и качественное строительство социальных объектов. За каждым объектом должна быть установлена персональная ответственность как самих строителей, так и на уровне исполнительных органов власти и муниципалитетов. Необходимо продолжить конструктивное взаимодействие с надзорными органами, результативность которого подтверждена при реализации национальных проектов. Среди причин несвоевременного ввода объектов – планирование без учета реальных потребностей, некачественное проектирование, изъяны изыскательских работ. Назрела необходимость создания современного проектного института, использующего передовые цифровые компетенции и опыт изысканий на вечно мерзлых грунтах. Правительству необходимо в первом квартале 2025 года решить этот вопрос. Я часто слышу оправдания задержек сроков ввода, связанные с коротким строительным сезоном. В то же время мы нерационально используем зимний период для подготовительных работ. Частично решить эту проблему, усилить индустриализацию в строительстве позволит ввод на ДСК новой линии производства панелей для многоквартирных домов, которую скоро должно запустить Республиканское ипотечное агентство. Особого внимания в наших суровых условиях требует состояние коммунальной инфраструктуры. Здесь у нас есть определенные успехи.
В рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню» с 2022 года строится 14 объектов коммунальной инфраструктуры на общую сумму 3 миллиарда рублей. Их ввод обеспечит качественным тепло- и водоснабжением, водоотведением более 70 тысяч человек в Мегано-Кангаласском, Татинском, Амгинском, Чурапчинском, Усялганском и Нерюнгринском районах. В этом году мы впервые в России заключили энергосервисный контракт с котельным хозяйством. Совместно с компанией «Теплоэнергосервис» в ближайшие 2 года будет модернизирована система теплоснабжения в Уснире. Завершено строительство газовых сетей в селах Харбала-1 Чурапчинского улуса и Ильичой Мегано-Кангаласского улуса. Газ подведен к селу Ломтука Мегано-Кангаласского улуса. В Якутске построены сети газораспределения в 6 микрорайонах, что позволит подключить уже свыше 1000 земельных участков. В 2025 году будет построен газопровод до села Сымах Мегано-Кангаласского улуса. В рамках совместной программы с «Газпромом» будут газифицированы поселки Батамай, Мурия и Биченча Ленского района. Достигнута также договоренность с «Газпромом» о дополнительном включении в проект газификации 6 поселков Ленского района. По социальной газификации республика лидирует на Дальнем Востоке и занимает на сегодня 8-е место в стране. Со старта в 2021 году газом обеспечены дома почти уже в 8500 семей. С учетом этого я ставлю задачу, чтобы в 2025 году Сахатранснефтегаз довел число газифицированных по президентской программе домов до 10 тысяч. Уверен, что наши газовики смогут это сделать. Между тем, недостаточными темпами идет модернизация и повышение энергоэффективности коммунального хозяйства, что не позволяет сдерживать опережающий у нас сегодня рост затрат. Субсидии организациям коммунального комплекса начислены в этом году уже на сумму 41 миллиард 700 миллионов рублей. Это уже 12% расходной части республиканского бюджета. Экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию в Якутии в 3 раза превышают среднероссийские. Нарастают затраты на компенсацию экономически обоснованных тарифов и на электроэнергию. Необходимо здесь переходить уже к кардинальной оптимизации затрат на производство энергии. Должна быть пересмотрена внутренняя структура затрат предприятий коммунального хозяйства. Пересмотра требует логистика завоза топлива, работа транспортных предприятий. Необходима организация местной добычи угля, ускорение перевода котельных на газ, автономная газификация, должен быть оптимизирован жилищный фонд. Правительством республики разработан план мероприятий, направленный на сдерживание роста субсидий организациям коммунального комплекса на межтарифную разницу на период до 2030 года. Вместе с тем, проекты, в результате которых будет достигаться бюджетная экономика, к сожалению, по-прежнему финансируются по остаточному принципу. Я предлагаю приоритизировать наиболее эффективные инициативы, доработать план с участием народных депутатов, Счетной палаты республики, независимых экспертов, и до 1 февраля реализация этого плана должна быть начата. К 2028 году предприятия коммунального комплекса должны вписаться в объем субсидий не выше уровня 2024 года, а к 2030 году снизить объем не менее чем на 10% в сопоставимых ценах. Год назад перед правительством республики я поставил задачу повысить эффективность деятельности институтов развития. Сегодня я вынужден повторить, что инфраструктура привлечения инвестиций и поддержки бизнеса в сегодняшнем существующем формате не выполняет в полной мере свое главное предназначение – запуск новых производств. Безусловно, на это влияет целыми инвестиционная пауза в стране, но, на мой взгляд, время отговорок, оправданий уже прошло. Главная проблема заключается в отсутствии межведомственного взаимодействия и координации. В разноголосице институтов развития и различных ведомств власть и бизнес, к сожалению, разучили слышать друг друга. Нет конструктивного диалога с предпринимательским сообществом и у правительства, и у администрации муниципальных образований. А ведь от малого и среднего бизнеса сегодня зависит удовлетворение жизненных потребностей людей от снабжения товаров до тех же автобусных перевозок. Настаиваю, чтобы координационные советы при главах администраций городских округов и муниципальных районов становились реальной действенной площадкой, где рассматриваются насущные проблемы бизнеса и принимаются меры для защиты его интересов. Я обращаюсь к правительству республики.
Выходите на открытый и честный диалог с бизнесом, с такими бизнес-объединениями, как Торгово-промышленная палата, Деловая Россия, Опора России. Объединяйте усилия для улучшения делового климата в республике. В особенности это важно сейчас в условиях высокой ключевой ставки Центробанка, неблагоприятной денежно-кредитной, налоговой политики, когда малый бизнес особенно восприимчив к изменениям во внешней среде. Чтобы поддержать стремление предпринимателей вкладываться в развитие, мною были приняты в этом году решения о снижении ставки налога по упрощенной системе налогообложения, обеспечив их стабильность в течение 5 ближайших лет. В ответ на сигналы предпринимателей от налога на имущество с кадастровой стоимости освобождены помещения площадью менее 1000 квадратных метров. Налоговая поддержка, подкрепленная снижением административной нагрузки и упрощением инвестиционных процедур, должна дать ответный эффект в виде легализации бизнеса, повышения производительности труда и обеспечения занятости тысяч якутян. Я, пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить прокуратуру республики за особое внимание к обращениям предпринимателей, за эффективное взаимодействие со всеми органами власти по отстаиванию их прав. У нас общие цели, и совместная работа в законных интересах малого бизнеса, я уверен, будет продолжена. Широкая сфера приложения усилий и инвестиций бизнеса связана с организацией собственного производства. В указе о развитии местного производства я обозначил цель – увеличить его объем к 2030 году в 1,5 раза. Отмечу неплохую динамику создания территорий местного производства. Их уже у нас 6. Объем запланированных инвестиций 3 миллиарда рублей, создание 575 новых рабочих мест. Инициативы еще 3 УЛУСа будут рассмотрены уже в ближайшее время. За год резидентами вложено порядка 108 миллионов рублей. Теперь необходимо сфокусироваться на запуске проектов и их сопровождения на инвестиционном этапе. Ведь это проекты агропромышленного комплекса, это туризм, который составляет сегодня основу экономики уже многих сельских территорий. Остаются в центре внимания вопросы обеспечения продовольственной безопасности. За многие годы приоритеты и механизмы поддержки сельского хозяйства в республике претерпели огромное количество реформ и настроек. Сейчас, на мой взгляд, наступило время доверия и ответственности непосредственно на местах. Со следующего года администрации муниципальных районов с учетом особенностей аграрного производства в УЛУСах будут сами уже определять по согласованию с Минсельхозом политику развития сельского хозяйства. Им передаются государственные полномочия по всем 15 направлениям поддержки. Объемы субвенций увеличены на 900 миллионов рублей до 8,9 миллиарда рублей. Ставки и категории получателей субсидий будут теперь определяться в каждом УЛУСе самостоятельно, так же, как и строительство малых сельхозобъектов. Все это позволит оперативно доводить бюджетные средства до конкретных товаропроизводителей на местах. В конечном итоге главный результат, который ждут все жители Якутии, это увеличение производства продукции высокого качества по всем направлениям сельского хозяйства. Рост несырьевого сектора экономики республики связывается с активным развитием креативных индустрий. За последние 6 лет немало сделано. Якутия сегодня признана лидером креативной экономики в стране и задает стандарты для других регионов. Хочу выразить благодарность Корпорации развития Якутии и ее руководителю Савину Афанасию Афанасьевичу за продвижение идей креативной интенсивности на национальном уровне и поддержку проектов творческих индустрий Якутии. Самый широкий позитивный отклик у людей находят анимация и кино, обладающие огромным образовательным воспитательным потенциалом. В 1,5 раза за год увеличилось производство анимационного контента. Мультфильмы на родных языках транслируются на новом детском телеканале ТОКУ. В 2025 году планируется запустить анимационный акселератор, а в 2026 году открыть мультипликационный кластер в квартале труда. Мы гордимся успехами наших кинематографистов. В этом году 5-ю часть всех зарубежных наград российского кино завоевали наши якутские фильмы. В ближайшие 5-летия нам предстоит дополнить экосистему креативной экономики качественно новыми элементами, такими как дальневосточный многофункциональный кинопавильон, образовательный кластер «Парк будущих поколений», университет креативной интенсивности на базе межвузовского кампуса, сеть поддержки в наших районах.
Якутия, как регион с высоким потенциалом внедрения технологий, с этого года участвует в национальном проекте «Беспилотные авиационные системы». Выигран конкурс Министерства промышленности и торговли России на создание научно-производственного центра беспилотных авиационных систем на сумму 554 миллиона рублей. Центр «Полярный» в Якутске станет площадкой для исследований, подготовки кадров, увеличится производство дронов различных модификаций. Думаю, что настало время обратить внимание на повышение окупаемости инвестиций, монетизацию создаваемого контента в целом креативного сектора. Это расширит возможности для желающих открыть бизнес и раскрыть свой творческий потенциал. Ведь основная цель поддержки креативных индустрий – это обеспечение занятости якутян, предоставление им источника доходов для достойной жизни. Доходы республики и ее жителям должен приносить и туризм. Мы много говорим об огромном туристическом потенциале Якутии, но системно еще не подходили к созданию конкурентоспособного туристского продукта. Правительством республики сегодня разработан проект стратегии развития туризма. Впервые стратегический документ базируется на анализе больших данных и геоаналитики от нашего партнера Сбера. Он позволяет сегодня предположить общий объем эффектов от туризма в республике на уровне 9-11 миллиардов рублей в год. Основная цель стратегии – увеличить поток туристов в 3 раза до 700 тысяч к 2030 году. Учитывая размеры и разнообразие Якутии, определены уникальные направления для каждой из ключевых зон притяжения туристов. При этом акцент должен быть сделан в том числе на домашний, локальный туризм, на создание условий для путешествий якутян внутри республики. Также правительству совместно с администрацией муниципальных районов и городских округов уже надо перейти от слов к делу в решении давно назревшей проблемы – это строительство современных гостиниц в Якутске и в местах локации туристических объектов. В наших силах точечно на основе больших данных стимулировать туристический поток, создавать комфортные места отдыха, повышать качество обслуживания. Очень серьезно надо подойти к подготовке кадров и клиентоориентированности в сфере сервиса. Возросший в этом году до уровня выше 220 миллиардов рублей объем собственных доходов консолидированного бюджета республики, а это 14 место в стране, позволил нам не только выполнять первоочередные обязательства и расширить меры социальной поддержки, но и начать решать многие ранее неподъемные задачи. Благодаря активному участию в национальных проектах за последние 6 лет привлечен 381 миллиард рублей федеральных средств. Введено в эксплуатацию 395 объектов социальной инфраструктуры, которая может и должна работать качественно, в том числе и привлекая внебюджетные средства. Вместе с тем, нам всем предстоит понять и принять, что бюджет республики исполняется в условиях страны, которая ведет специальную военную операцию. Наращивание расходов без внутреннего пересмотра и перераспределения уже достигло своего пика. Мы продолжаем расходовать средства по так называемой достигнутой базе прошлого года. До сих пор еще далеко не все осознают необходимость мобилизации ресурсов на главные и самые ценные для людей результаты. В первую очередь, конечно же, это касается системы государственного управления. За последние 5 лет мы сократили численность служащих в исполнительных органах власти почти на 20%. Но в бюджетных учреждениях республики численность сотрудников только растет. Их содержание сегодня достигает 190 миллиардов рублей. Конечно, с вводом новых социальных объектов, созданием тех же новых лесопожарных формирований, объективно численность должна становиться больше. Но вместе с тем имеет место и неоправданный рост. В частности, административно-управленческого персонала, не привязанный к производительности и качеству результатов. Об этом, согласно социологических опросов, говорит уровень удовлетворенности наших граждан, который порой прямо указывает на низкое качество получаемых услуг. Я поручаю правительству республики в течение следующего года провести перенастройку сети бюджетного сектора, повысить производительность системы не менее чем на 10%. При этом, дорогие коллеги, я прошу и правительство, и парламент ни в коем образом сокращения, если они будут, они не должны касаться малых сел. Вот забудьте про это. Огромные резервы, на мой взгляд, кроются в наших крупных населенных пунктах, начиная здесь, с города Якутска, где сосредоточены республиканские и крупные муниципальные организации, заканчивая уже нашими крупными районными центрами.
Главный результат – это рост удовлетворенности жителей республики услугами наших бюджетных учреждений. Каждый бюджетный рубль должен быть увязан с показателями эффективности, должен расходоваться рачительно и прозрачно. Это касается всех. Настало время решительных перемен, мы не можем просто себе уже позволить нерациональную систему государственного управления. Нам вместе необходимо реализовать управленческий вызов. При ограниченных ресурсах повысить не просто качество госуслуг и сервисов, но и повысить производительность государственного сектора в целом. Производительность работы должна кратно повысить цифровизация и внедрение передовых разработок, в особенности искусственного интеллекта, возможности которого на самом деле практически безграничны. В России уже сегодня есть опыт регионов, где использование искусственного интеллекта сократило сроки предоставления социальных услуг в 2 раза, а при этом качество жалоб граждан упало в 10 раз. Но у нас есть и другой пример, вот как по Якутску. Мне сейчас постоянно пишут люди, что не до конца оцифрованное и просчитанное решение во многом абсолютно правильно и объективно уже назревшего вопроса обновления маршрутной сети автобусов вызвало рост жалоб граждан. Я надеюсь, что Евгений Николаевич, он здесь присутствует, до конца это все учтет при дальнейшей реализации проекта, который, конечно же, должен быть доведен до конца. Лучше, конечно же, учиться на чужих ошибках, действовать в партнерстве с лидерами технологий для позитивных изменений в жизни людей. Поэтому в государственном управлении будет внедряться новый подход к цифровизации на основе понятных для людей, а самое главное, справедливых критериев оценки. Работа здесь начата. В сентябре совместно со Сбером и Северо-Восточным федеральным университетом у нас в Якутске создана одна из первых в Сибири и Дальнем Востоке лаборатория искусственного интеллекта. И летом во время игр «Дети Азии» мы успешно опробировали и запустили Республиканский координационный центр управления инцидента совместно с правоохранительными надзорными органами. Прогнозирование инцидентов вот по системе 112 уже на сегодня сократило время прибытия экстренных служб на 20%, позволило своевременно отрабатывать уже не менее 95% вызовов. Я поручаю правительству республики совместно с федеральными и муниципальными органами интегрировать в цифровом контуре все районные единые дежурно-диспетчерские службы в работу Координационного центра управления инцидентами. И здесь главный приоритет – это безопасность людей, сохранность имущества, снижение ущерба в любых экстремальных ситуациях, риски которого, конечно же, всегда есть в наших условиях. Говоря о назревших изменениях в управлении, хотел бы обратить внимание также и на предстоящую муниципальную реформу. В стране сегодня идет широкое обсуждение предлагаемых преобразований, в котором участвуют все регионы, в том числе и наша республика. Если смотреть объективно, то проблемы, с которыми сталкивается действующая система местного самоуправления у нас, они абсолютно очевидны. Прежде всего, это разные уровни доходов муниципалитетов, как следствие неравномерное развитие инфраструктуры. Потребности жителей отдаленных наследков отрабатываются с низкой оперативностью, порой им недоступны даже самые базовые услуги. В полной мере не аккумулируются ресурсы для последовательного территориального развития, исходя из интересов всех жителей, включая самые небольшие поселения. Да что там говорить, у многих наших муниципальных образований не хватает доходов, чтобы заплатить заработную плату главе и своим персоналу. Таких у нас очень много. И реформа в первую очередь направлена на устранение этих дисбалансов в пользу справедливого ответа на запросы людей. Качество услуг, в целом качество жизни не должно зависеть от места проживания человека. В крупном ли он поселке живет или в городе, или в маленьком наследии, вот мы должны достигать, чтобы качество жизни везде было справедливым для людей. Это наша главная задача. Большая ответственность за эффективное проведение муниципальной реформы, конечно же, возлагается на парламент республики. Создание ее правовых условий станет важнейшим вкладом 7-го созыва Илтумен в укрепление единой системы публичной власти в республике. Я, пользуясь возможностью, хотел бы искренне поблагодарить народных депутатов, руководство Илтумен, лично Алексея Ильича Еремеева. Знаю, какую бы политическую партию или одномандатный округ вы не представляли, вы все болеете за родную республику, за Якутию, ее жителей. В сложное для страны время приходится делать выбор, принимать порой очень непростые, сложные решения. Тем ценнее для меня поддержка парламента в важнейших вопросах развития нашей родной Якутии. Спасибо.
Уважаемые друзья, 7 мая 2024 года, в день вступления в должность, президент России Владимир Владимирович Путин определил национальные цели на предстоящие годы. Они ориентированы не только на сложившиеся приоритеты и вызовы, но и на новые возможности, которые открыты перед страной, несмотря на санкции, на попытки изоляции нашей страны. Майский указ президента наивысшей ценностью определяет благосостояние людей, повышение качества жизни через решение конкретных задач в демографии, развитие человеческого капитала. Хочу еще раз подчеркнуть, что инициативы главы республики напрямую отвечают задачам развития республики, которые мы заявили на пятилетие. Самым первым после вступления в должность главы республики на второй срок с сентября 2023 года, вы все это помните, я подписал указ о борьбе с бедностью. Уровень бедности в республике снизился с 18,6 в 2018 году до 14 с небольшим в 2023 году. По оценке этого года он уменьшится где-то до 13,2%. На предстоящее пятилетие поставлена задача сократить его в 2 раза, чтобы десятки тысяч жителей Якутии не просто перешагнули черту бедности, а вышли на устойчивую траекторию уровня жизни своих семей. Задача сложная, она требует консолидированной работы власти, общества и бизнеса. Ключевым вопросом на фоне роста цен на товары и услуги остается увеличение заработной